Харлах добрый вечер. На АТР Музмузлар в студии Эмне Джипар. И Осман Пашаев. Это последняя программа уходящего года. Наш сегодняшний гость, глава секретариата Меджлиса крымско-татарского народа Заир Смедляев. Хош келдиңиз. Да, который... Салам алейкум. И сразу вопрос, чем занимается глава секретариата Меджлиса? Что это за работа? Что входит в круг ваших обязанностей? Ну, в круг, скажем, моих обязанностей, можно его сравнить с администрацией президента. Можно сказать, что это глава администрации президента Меджлиса. То есть доступ в кабинет Мустафы Джемилева обеспечиваете вы? Не только доступ, это, в принципе, для этого есть приемная, где у нас сидят наши сотрудники, а документы, то есть вот это вопрос находится на этом. Однако сложно представить себе, например, главу секретариата администрации президента нынешнего с такой активной социальной позицией, как у вас. Да, это я о том, что о прошедшем резонансном событии, выставке, посвященной годовщине Сталина. Почему, что за бунтарь такой у вас сидит? Я вообще был таким, в принципе, я не изменился ни со школьной скамьи, ни со студенческой. И в студенческие годы ярлык экстремиста был. У меня завтра... Вы участвовали в драках или... У меня завтра должна быть защита государственного экзамена, а меня забирали в городской отдел милиции с площади от памятника Ленину. Ну, тогда было модно возлагать цветы к памятнику Ленина. Все протесты, там, недовольство тоже на центральной площади возле Ленина мы высказывали. А насколько совместимо такой эмоциональный характер с вашей должностью? Ну, я близнец, поэтому совместимо. То есть вы доверяете гороскопам? Ну, я больше все же таки доверяю Всевышнему. То есть, ну, оправдываете свои эмоции исключительно знаком зодиака, да? Раз близнец, значит могу. Ну, раз так говорят, значит, так надо делать. Надо брать две нагрузки на Ну, вот с себя и таким справляться с характером этим. вам не сложно достаточно возглавлять такую бюрократическую систему, да, как секретариат? Или в Меджлисе это не бюрократическая система? Нет, в любом случае есть бюрократия. И, скажем, те документы, которые рождаются в Меджлисе, проекты, они рождаются в недрах секретариата, скажем так. Ну, вы снайпер, вы торпеда, вы экстремал. Вот как вы сами себя охарактеризовали вот среди нынешних политиков, которые находятся в Меджлисе? Крымским татарином. Нет. Есть люди, которых, ну, мне трудно себе представить, ну, чтобы там, например, Ревзи Ильясова назвали там боевиком, да, или человеком, который там переворачивает выставку. А вас и Ахтема Чайгоза очень легко представить в этой роли. Поэтому как вы сами себя характеризуете? Ну, вы знаете, меня иногда характеризуют и как довольно мягкого, иногда, ну, не знаю, лояльного и к власти, и добродушного человека. Просто на те или иные, скажем, ситуации адекватная реакция. Ну, Я считаю, что это адекватная реакция. Да, Кто мягче, вы или Чайгоз? Наверное, я мягче. Мягче. И я попрошу режиссеров показать нам видео прошлой недели, где, как мы охарактеризовали это, Заир Смедляев уронил Сталина. Уже около 20 тысяч просмотров, да, если не А убирайте весь этот бред, блин, отсюда! Да, Никогда не должно быть места в цивилизованном государстве. Ни Сталина, ни Гитлера не должны рекламировать и пропагандировать. Давайте покадрово разберем, с последнего кадра. Зачем нужно было рисовать свастику на этих стендах? Ну, я к вам до этого предоставил пару фотографий. Да, я понимаю, вы хотели провести аналогию, что сталинизм и фашизм, нацизм, да, это одно и то же. Тем более Вильнюсская декларация ОБСЕ 2009 года четко сравнила сталинский и гитлеровский режим и запретила их пропаганду. И Украина тоже, скажем, подписала эту Вильнюсскую декларацию. Поэтому, когда на территории Украины
кто-то пытается рекламировать Сталина, тем более вывешивая там фотографии Гитлера, Риббентропа. То есть одного тирана рекламируют посредством других. Одного преступника посредством других преступников. То есть там была показана аналогия, что Сталин, что Гитлер – это фашисты. А была ли, да, и может быть, была идея, точнее, можно ли было представить себе выставку рядом с этой выставкой, которая бы показывала и рассказывала о жертвах сталинизма? Не, ну, на это должны были бы, скажем, если основатели этой выставки говорили о том, что мы хотим показать истинное лицо Сталина, они должны были это сделать. Они же показали Сталина как такого невинную овечку. Ну, а вы могли бы показать Сталина по-другому, рядом? Во-первых, об этой акции нам стало известно всего за день до этого мероприятия. Во-вторых, Горсовет должен был вначале разобраться и вообще не допустить такой выставки, пропагандирующей Сталина. Заирбек, мы знаем, что за сутью времени стоит Кургинян, да? Это да. Вот такая фигура, достаточно одиозная даже в российских кругах, даже в российском обществе не все готовы подавать руку этому человеку. И, возможно, именно ожидали такой реакции, вот спровоцировать кого-то из крымских татар, а может быть даже из Меджлиса, на вот такие вот действия по переворачиванию. Да, видео собрало в Ютубе более 20 тысяч просмотров. На самом деле около 20, по-моему. Да, это самое просматриваемое видео, наверное, из новостей за всю историю АТР. Но ярко виден. Но оно радикализовало. То есть есть люди, которые горячо вас поддерживают и горячо ненавидят также, да, и вместе с этим всех крымских татар. То есть это радикализирующие видео и радикализирующие действия. Был ли другой способ справиться с кургиняновцами, по-другому? Ну, я хочу сказать, во-первых, у нас все советское общество, ну и, в принципе, и Европа, они являются жертвами. Да? Там жертвами фашизма, мы жертвами сталинизма. Причем все, без исключения, являются жертвами. Те семьи, которых пострадали от сталинщины, те, которые были депортированы, погибли от Голодомора, от депортации, от других политических репрессий, казней, расстрелов. Те, которые погибли в ГУЛАГе, они были жертвой. И были другая часть жертвы. Те, которые приводили эти приговоры в исполнение. Те, которые писали доносы на своих соседей, земляков. И вот эта часть, которая в свое время расстреливала, стреляла, убивала, писала доносы, она сегодня недовольна моими действиями. Она сегодня хочет идеализировать Сталина. Ей стыдно за те события, которые были совершены ими или их предками. Но признаться в этом не хватает совести. Они должны покаяться, но они не могут этого сделать. Заирбек, я немножко о другом. Это информационные войны, да, и видео здесь имеет даже больше значения, чем те смыслы, которые мы вложим текстами. А видео показывает, что есть некие такие, как одуванчики, представители сути времени, маленькие, щупленькие, интеллигентного вида и безобидные, которые показывают, смотрели, да, молча наблюдали и показывают всего лишь многогранную суть такой личности, как Иосиф Сталин. И есть такой большой грозный представитель Меджлиса, вот такой, как человек гор, который приходит и одним движением переворачивает выставку, и ощущение, что вот он, вот кто добрый, кто злый, видно по кадру так. Почему нельзя было по-другому сделать? Почему на ваш призыв, который произошел за сутки до выставки, никто из молодежных организаций не вышел? Вы знаете, во-первых, дело в том, что нашего призыва как такового не было ни к молодежным, ни к каким другим организациям. Мы сделали заявление пресс-службы Меджлиса, которое опубликовали на сайте и, в принципе, распространили по СМИ. Это можно ведь расценивать как призыв заявления. Но теперь дальше. Ведь о месте расположения этой выставки, о времени не было ничего достоверно известно, поэтому некоторые люди были в замешательстве. Но когда я оказался там, я вначале спокойненько, для того, чтобы убедиться, что то, что пропагандируется и предлагается на сайте этой сути времени, и там отличается. То есть они в Горсовет давали такое безобидное обращение, что мы здесь будем говорить о 20 лет без СССР, мы будем говорить всю правду о Сталине. Люди должны узнать всю правду о Сталине. А что они там говорили?
Я, кроме как подонок, этого человека не могу назвать. И даже почему? Потому что он говорит о том, что 97% крымских татар воевали на стороне фашистской Германии. И по закону военного времени они должны были быть расстреляны. Но Сталин совершил величайший акт гуманизма и депортировал крымских татар. Так, когда человек позволяет себе такие высказывания, причем в адрес одного народа, с территории Крыма были депортированы и армяне, и болгары, и греки, и немцы. С территории СССР многие народы, в том числе и на Кавказе. Кстати, с Кавказа мне тоже писали сообщения и говорили: спасибо, вы правильно поступили, вы поступили за нас. Жаль, что наших земляков не было в этот момент. А вы можете назвать, вот, может быть, некоторые имена, которые поддержали вас, хотя бы в СМС-ках, телефонных звонках, давайте я из вам известных скажу. людей? Ну, Из Эстонии, например, Валерий Калабугин. Вы знаете, да? Нет. Журналист, правозащитник. 18 мая был он здесь вместе с правозащитниками. Звонили мне мои однокурсники по академии. Я закончил Управление при президенте. Академию управления при президенте. Звонили оттуда. Причем после окончания у нас где-то, наверное, 4 года не было общения. Звонили и говорили: вы поступили правильно. Нельзя ждать, пока власть раскачается и прекратит этот шабаш. Нужно было обратить внимание на все, чтобы в дальнейшем никто не позволял себе такие же выставки проводить в Киеве, еще где-то. В Киеве, кстати, в этот день праздновали день рождения Сталина. Но там, во всяком случае, не столько дифирамбов пели, сколько Сейчас это было здесь в никто Симферополе. не спорит с тем, что нужно было или не нужно было реагировать на эту акцию. Да? Тут момент в том, как вы отреагировали на нее. То есть хотели узнать... Акция была посвящена правде о Сталине, но узнали правду о вас. Да? То есть о вашей эмоциональной реакции на это. А если бы ваша такая эмоциональная реакция повлекла бы за собой эмоциональную реакцию той стороны, и в итоге произошла бы та радикализация, которую только что сказал Усман? Вы знаете, в любом случае нас все время пытаются где-то к таким вот мероприятиям подталкивать, чтобы спровоцировать масштабные конфликты. Мы тоже могли собрать много людей и прийти и не оставить щепки на щепки. Мы не стали этим заниматься. если бы вы собрали много людей, возможно, организаторы сами ушли бы. Не ушли бы. Не ушли бы, потому что их задача была вызвать провокацию. И тогда, скажем так, когда шла бы большая группа людей, конечно, работники милиции отсекли бы эту выставку. И для того, чтобы ее демонтировать, нужно было бы сталкиваться с работниками милиции, которые не имеют отношения к этой выставке, а по роду деятельности должны были бы не допустить конфликта. То есть эти организаторы так бы стояли и давали бы интервью о том, что как гуманно Сталин депортировал народы, какой он гуманный и хороший человек, как он там заботился о всех народах. А эта большая группа людей делала бы просто фон. Заирбей, ну вы несколько лет ходили под следствием, под уголовным делом по поводу акции протеста возле апелляционного суда, по-моему, да? По делу Заман активно освещал это, и вроде бы оно уже для вас завершилось. Сейчас акция... Оно не завершилось. Вы подали кассацию, да? Вы не согласны с тем жалобу, да. решением апелляционного суда, хотя это наиболее, по-моему, там мягкий вариант, который мог быть. Давайте скажем так. То, что произошло 22 июня 2006 года, это когда меня, депутата, помощника народного депутата Украины, не пустили в административное здание суда. Работники милиции превысили свои полномочия. И никто не обязан выполнять незаконные требования кого бы то ни было. Будь то человек в правоохранительных органах, в милицейской форме или в какой-либо другой форме. Никто не обязан выполнять такие преступные приказания. Меня силой выталкивали. Да. Я не утверждаю, что решение суда справедливое в отношении вас. Я говорю, что вы были под следствием, вам грозило это многими неприятностями. Это этот суд, и это уголовное, по-моему, там дело, да? Да, это уголовное дело. Это уголовное дело, и мало приятного. И сейчас ведь
ваши недруги и это дело с выставкой Сталина могут превратить в уголовное дело, ну, да. минимум в административное дело. Ну, я еще раз хочу сказать, что иногда проводятся такие акции, ну, как вы и говорили, для того, чтобы кого-то выманить на эту акцию, во-вторых, чтобы возбудить дело. То есть, ну, попытки кого-то загнать под действие каких-то уголовных статей, ну, они есть. И когда мне говорили, ты можешь там различные комментарии давать, ты можешь где-то на митингах выступать, критиковать власть. Но не забывай, это тоже тебе Но сейчас просто уже так не пройдет. прокуратура сказала, что она начнет проверку этого инцидента, и, по-моему, уже что-то Уже началось, да? Ну, сегодня, скажем так, досудебным расследованием приходили ко мне работники правоохранительного органа, я давал разъяснений по этому поводу. И еще раз хочу повторить, что это ни в коем случае не было какой-то хулиганской выходкой. Я не ломал там из каких-то хулиганских побуждений. Я пытался демонтировать те стенды, на которых в нарушении и Вильнюсской декларации, и других... Коротко говоря, пропаганду сталинизма. Пропаганда Вы хотели, сталинизма, остановиться- фашизма. Чтобы люди, еще наше молодое поколение, которое не больно вот этим, вот всем, они не видели этого маразма. Вы утверждаете, что организаторы выставки подали одну информацию в городские власти о своем мероприятии и совершенно по-другому провели ее возле торгового центра «Берг». Да? То есть они сообщили о том, что 20 лет без Советского Союза, а на самом деле превратили это в пропаганду сталинизма. Интересовались ли вы и у милиции, и у городских властей, почему уже по факту проведения она не была остановлена со стороны либо правоохранительных органов, либо, не знаю, какие там службы должны заниматься контролем? Ну, уже соответствующий запрос подан в городской совет, ну и ждем. Но у вас, у вас у Меджлиса, наверное, есть личные контакты и с мэром, наверное, города есть, и с депутатскими группами. Можно получить любой ответ, который потом, где он не пришьешь. Для того, чтобы дальше перейти в правовую плоскость рассмотрения данного вопроса, нам нужен четкий ответ. Кто, когда, на основании каких документов принимал решение, является ли эта организация зарегистрирована, если она зарегистрирована, то почему, с каких пор Крым стал региональным отделением Москвы? То есть правоохранители давно себе должны были задать Почему? вопрос. Это же общественная организация, она может быть международная. Она не совсем общественная, она претендует на роль политической. Вы посмотрите, как она себя характеризует. Леворадикальная, да, левопатриотическая. Но тем не менее общественная. Нет, это не партия. Движение. Движение. Не организация, движение. Да? То есть завтра они будут регистрироваться как партия. Для этого им сегодня нужно, чтобы было имя, для этого нужен что? Скандал. Нужны провокации. Коротко, вы не сожалеете о том, что произошло? Я не сожалею. Если завтра, как заявлял организатор, он будет проводить повторную выставку, ну, переверните еще раз. Если власти допустят ее, перевернем. Давайте отойдем. По этой теме у меня, в принципе, вопросов Да, больше мне бы нет. хотелось поговорить о другой. Вы как глава секретариата. Недавно появилась информация о том, что в Киеве хотят открыть региональный меджлис. Насколько это реально и нужно? Ну, во-первых, я должен, прежде чем сделать заключение о том, что насколько нужно или не нужно, более подробно ознакомиться с этой ситуацией. Вроде как уже подали заявку, Поэтому нет? поступило обращение о том, что есть такая необходимость. Но пакета документов, то есть получить информацию, сколько крымских татар постоянно проживает на территории Это имеет Киева. значение? Конечно, в соответствии с по положением. процедуре расскажите, пожалуйста. Для того, чтобы мы приняли решение о создании там местного меджлиса, в первую очередь мы должны знать, что там постоянно проживают крымские татары. Количество их. В зависимости от количества принимается решение о численном составе. Меджлиса. Да. Теперь есть обращение, есть там крымские татары, я знаю, в свое время с многими из них встречался. Ну, возьмем даже те имена, которые у нас на слуху, там Феми Мустафаев, еще наши, скажем, артисты, там
мы проводили акцию «Киев-92», к нам приходили крымские татары, приносили... Это было 20 лет назад, за это время, Да, наверное, да, да. там... Не, ну, их там стало больше. Я хочу сказать, что я знаю, что они там То есть есть. у вас есть сомнение, что там есть, скажем, Нет, 1000 крымских татар? у меня нет сомнения, Я что правильно там... прочитал? Минимальный барьер 1000 Нет, человек? у нас нет минимального барьера. Мы должны посмотреть Численность. дислокацию этих крымских татар и принять решение, то ли это будет один местный меджлис, то ли будет их два, то ли это будет региональный меджлис. То есть изучить ситуацию на основе... Дарницкий местный меджлис, да, там, Святошинский Может местный быть и меджлис. так, может быть и так. Но, опять же, решение принимает меджлис крымско-татарского народа. Он принимает решение о том, что есть там необходимость создать такой меджлис. Это первое. И второе, как назвать. Потому что здесь же, В смысле, как если назвать? о границах, о названии, тоже решение принимает меджлисом. Если по Крыму у нас все понятно, например, Курманский, Бюкумларский, Керченский, там, Едахую, все, у нас есть старые названия топонимические, мы их восстанавливаем и даем название местному меджлису. Вы какое-то новое название Киева хотите дать? Нет, я не хочу говорить о новых названиях, я хочу сказать, то есть, как мы будем там называть, да, как вы говорите, Дарницкий, Шевченковский, да, там, то есть Печорский местный меджлис. Ну, сегодня я не готов говорить о названиях, о том. Но то, что крымские татары, проживающие в Киеве, изъявили такое желание, это уже состоявшийся факт. И на одном из ближайших заседаний мы, конечно, будем рассматривать данный вопрос. Может ли возглавить киевский меджлис один из братьев Умеровых, например? Ну, я не готов вообще о персоналиях говорить. Я же не кто знаю. готов? Вы же, наверное, знаете ситуацию внутри? Нет. Это же выборы должны пройти, да? То есть, насколько там поддержку получит. А может, это кто-то из тех киевлян, которые там уже 20 лет. То есть поддержка должна быть 30 по лет. месту, не из Милли меджлиса? Нет. Мы же проводим выборы. Иногда у нас в некоторых регионах на 100% обновился состав местных меджлисов. Ну, вот вы попытались ответить, насколько реально создание, да, меджлиса Ну, в скорее Киеве, всего, а насколько будет. необходимо его создание? Вот ваша личная точка зрения. Надо ли, нужен ли меджлис в Киеве? Ну, я думаю, наверное, нужно, Для чтобы чего? наше представительство там было, для того, чтобы мы там те вопросы, которые находятся, скажем, если там достаточное количество крымских татар для того, чтобы, может быть, открыть где-то уже национальную группу в детском саду, может быть, уже нужно говорить об открытии класса. Я же сейчас, не изучив ситуацию, не готов говорить, но есть проблемы, которые они существуют. Для нас, в первую очередь, да, что для крымских татар, которые проживают в Крыму, в Севастополе или в Киеве, самая большая одна из проблем – это проблема сохранения языка. Поэтому для того, чтобы решать эту проблему, нужен там представительный орган, который будет заниматься с представительским статусом, который будет говорить о тех проблемах. Но очень просто, как нас иногда разыгрывают, кто-то создал какую-то общественную организацию и пытается брать на себя полномочия, говорить от имени всего народа. А вот в данном случае, если люди объединятся, выберут себе представителей, то они, соответственно, и будут считаться с этим джематом и заниматься решением тех Заирбей, проблем. то, о чем вы, наверное, готовы говорить, это о новом положении о выборах делегатов Курултая. Проект уже есть, к нему собираются сейчас предложения и дополнения. Вам нравится этот проект? Нет. Положение о выборах. Мне этот проект тоже не нравится. А что вам не нравится? Давайте о конкретике говорить. Ну, скажем, сегодня, когда мы говорим о том, что мы убрали возможность формирования там избирательных блоков. Почему, кстати? Ну, такое было решение Курултая. Это не мое личное решение. Но вам нравится эта идея безблочности? Нет, мне не нравится. К сожалению, у нас еще нет столько много. Хорошо, а идея опять организаций. сохранить 200 мажоритарных округов и 50 человек по спискам, это как? Ну, это пропорция? Я думаю, пока я с ней еще согласен. Почему? Ну, нам нужно работать над тем, чтобы именно вот как раз и развивать наши общественные организации, и потом после определенного уровня нам нужно будет
приходить к тому, что представительство должно быть, может быть, как в нынешнем парламенте 50-50. Заирбей, так в нынешнем парламенте и в представительских органах, как Горсовета и парламент Крыма, облсовета 50-50 вот уже первую понятно, каденцию, да, после 2010 года и в нынешнем парламенте спустя 10 лет опять вернули эту норму 50 на 50. И есть высказывание Мустафы Джемилева, что эта норма уменьшила представительство крымских татар в органах власти, потому что по пропорциональным спискам те же крымские татары могли бы провести больше, та же оппозиция украинская могла бы провести больше, да? Почему, когда касается общеукраинских законов и демократических норм, мы говорим о том, что это утрата демократии. Когда же касается нашего народа, то наши лидеры и вы, Меджлис, ведете себя точно так же, как Янукович ведет с властью. Давайте теперь скажем о том, что сегодня пока у нас еще, я же говорю, партийные и общественные организации не имеют достаточно полного такого влияния на все процессы, и люди на местах хотели бы больше участвовать в этом процессе не через общественные организации или какие-то объединения, а непосредственно на собраниях, там еще что-то. То есть это пожелание самих большей части жителей. Это одна сторона, а вторая сторона то, что мы говорим, когда про власть, и мы говорим про нашу структуру. Наша структура, к сожалению, это не власть. У нас нет того аппарата насилия, еще чего-то. Нас или выбирают, нас или не выбирают. Если кто-то что-то говорит против нас, мы не имеем каких-то рычагов воздействия, мы никого не избиваем, в тюрьмы не сажаем, зинданов у нас нет. Поэтому, когда кто-то там пытается натянуть на Вы себя... так это сказали, что такое ощущение, что вам хочется, чтобы были и аппарат насилия, и зинданы? Просто когда кто-то пытается взять на себя флаг освободителя крымско-татарского народа от Меджлиса, я хочу об этом сказать. У Меджлиса нет тех рычагов власти, которые есть у государства. Поэтому никогда не нужно говорить, что вот там Меджлис кого-то запугал там, или еще кто-то. Сейчас как раз только ленивый, наверное, Меджлис не ругает. Ну, тот же Меджлис говорит о том, что он чуть ли не флагман демократии на постсоветском пространстве, да, и крымско-татарское национальное движение. Так покажите пример той же Украине. Проведите, вот сейчас впервые будут прямые выборы, да, делегатов Курултая. Так, можно было провести их, например, пропорционально, но открытые списки, да, это такое, это ставка, когда идет на конкретную персону, да, то есть закрытый список там кулуарно не проведешь, когда каждый округ привязывается к конкретному человеку, но идет пропорциональное голосование за силой. Так бы вы сами бы себе усилили и все общественные структуры и удовлетворили бы регионы на потребность, как вы говорите, личного участия граждан в этом процессе. Да, я скажу, что в принципе вот ряд европейских стран, в том числе Прибалтика, да, давно пользуются открытыми партийными списками. Здесь одна проблема. То есть, как там решается она? То есть, там уже все проводится посредством компьютера, отбор всего. Для избирателя этот процесс выборов максимально упрощен. Максимально упрощен процесс подсчета голосов и контроля за волеизъявлением. То есть фальсификации сведены на нет. А так как у нас открытые списки, это будут такие простыни, потом нас будут обвинять в том, что мы специально пытаемся завести наших избирателей в заблуждение, чтобы он там не смог разобраться, у него не хватило времени. Эта тема, по-моему, даже серьезно не обсуждалась ни на одном заседании. Ну, об этом тоже говорили. И это одна сторона. Сегодня, кстати, мы с некоторыми международными организациями ведем разговор о том, чтобы они приняли участие в качестве наблюдателей на этих выборах. А с какими организациями? ОБСЕ. Ну, когда мы окончательно получим их согласие, я об этом уже скажу. Но это весомая организация? Да, это серьезные международные организации. Это не ОБСЕ? Нет, это не ОБСЕ, но если они тоже изъявили бы желание, мы были бы только рады. То есть мы максимально открыты для того, чтобы помимо наших избирателей и членов избирательного процесса, да, там каких-то объединений или кандидатов, чтобы еще и международные наблюдатели участвовали в этом процессе и наблюдали за тем, что выборы в национальный орган будут прозрачными, честными и демократичными. То есть... В Украине недавно прошли парламентские выборы. Если не ошибаюсь, звучала цифра около $3 миллионов, да, для кандидатов-мажоритарщиков, для того, чтобы войти в парламент. Есть ли какая-то конкретная цифра касательно наших кандидатов в делегаты Курултая? Сколько стоит
быть депутатом? Делегатом? Никогда не стал. Делегатом, ну, депутатом, Никогда не делегатом. сталкивался с этим. То есть у нас это Не приходилось сталкиваться. То есть финансы пока не фигурируют за включением в список той или иной проходной Нет. структуры или есть? Пока нет. Пока нет. Но, к сожалению, иногда хотелось бы, чтобы вот этот дурной пример, который существует у нас в государстве, чтобы он не проходил к нам. А в Курултае никогда вопросы не решались с финансовым давлением? Не, делегатов. Нет. Нет. Спасибо. Не, ну, Следующий вопрос. Почему до сих пор Центральная избирательная комиссия не превращена вот в независимый орган, как это хотя бы номинально выглядит в Украине? Да? То есть члены Центральной избирательной комиссии сами не являются участниками избирательного процесса. Даже этой нормы мы, по-моему, не добились в своем крымско-татарском национальном движении. Вот теперь я хочу сказать, это то слабое звено. То есть хоть тут вы согласны, это слабое звено? Это слабое звено, от которого я надеюсь, что на ближайшем Курултае, то есть 12 января, мы примем решение о том, что члены Центральной избирательной комиссии, да, моя точка зрения, что нужно отказываться от того, что кандидат может еще работать где-то. Еще подсчитывать и голоса. Да, то есть он не только подсчитывать, он Влияет на иногда сам может процесс. влиять на этот процесс, и мы с этим уже столкнулись в составе этой комиссии. Поэтому комиссия должна быть независимая от Заирбей, сколько лет вы возглавляете секретариат? 8 лет. Это пик амбиций политических? Не знаю, Вам уже аппетит 50 приходит лет во в этом время году еды. исполнилось, да? Насколько, скажем, есть ли какой-то предел ваших политических амбиций? Ну, я думаю, если человек ставит для себя предел, то, соответственно, и прекращается Например, вам бы было развитие. интересно возглавить ЦВК? Мне, например, нравится, когда у меня сзади есть молодые энергичные ребята, которые постоянно пытаются наступить тебе на пятки. Есть наступающие на пятки? Ну, есть, конечно, это хорошо, и это нормально, когда... Нет, их скажите, много. кто наступает вам на пятки? Ну, много таких например? и нормальных, достаточно амбициозных людей, будь то это Бзымкарым, будь то это другие молодежные организации, ребята активно жизненную позицию занимают и участвуют во многих процессах, поэтому это хорошо. Но это активное участие вы воспринимаете как давление на пятки? Не, человек, когда приходит с различными планами, мыслями, идеями, и если ты не будешь, скажем так, у них в авангарде, значит, тебя просто подвинут. Последний вопрос. Где проведете Новый год? Не понял. Где проведете Новый год? Дома. Я вообще к Новому году как таковому отношусь. Календарная дата. Я не могу не спросить относительно, сколько себя помню, столько помню вас в колпаке. Почему вы его носите всегда? Вы знаете, я еще помню Рахметли Харбабаларым, его друзей, когда они приходили, вот Каракалпахнин, садились, пили кофе, разговаривали о Крыме, о всем. Я вот думал, когда я вырасту, я обязательно тоже отращу себе такую же бороду, как у Харбаба, одену себе такой колпак. И многие годы я, скажем, то нормального колпака не было, то средств. А сейчас, когда я нашел такой колпак, нашел возможность, И средства есть. я хочу в нем ходить. Саулнус. Это был Заир Смедляев, глава секретариата Меджлиса крымско-татарского народа, который еще раз бы перевернул выставку сталинистов, Которому аппетит приходит во время еды, который нашел средства на свой новый колпак. исполнив детскую мечту. Корушкенджис.